Тотальный контроль – эта фраза в первую очередь приходит на ум, когда слышишь, как представляют Моусара Бокова. Грэпплинг, самбо, панкратион, вольная борьба и как вишенка на торте смешанные боевые единоборства. Боков Моусар преуспел во всех этих видах спорта, а начиналось все с малого. В первый раз я пошел в секцию вольной борьбы, отвел меня туда отец, отвел он меня к хорошему тренеру Султану Батырову. У него я ходил очень долго, до сих пор занимаюсь у него, стараюсь. В основном, когда собираюсь на соревнования, за день до отъезда я хожу, его слушаю. Это все, где я выступаю, это связано с вольной борьбой. И в основном я побеждаю из-за борьбы, из-за вольной борьбы. Для меня любой вид нету разницы, это является спортом, это в первую очередь здоровый образ жизни. Чемпионаты регионального масштаба, окружного, всероссийского и, наконец, мирового. Ингушский спортсмен для себя решил, если уж быть первоклассным бойцом, то развиваться нужно всесторонне. Факт того, что Боков успешен в любом виде спорта, которым занимается, отмечают и его коллеги по залу. Для меня пример Моусара даже уникальный, я сказал бы. Поскольку Моусар представитель школы вольной борьбы, имеет серьезный стаж выступлений в этом виде спорта. И он, в отличие от многих, подошел к вопросу, скажем так, карьеры в ММА очень серьезно, основательно. Он просто принял все правильное решение. Он понял, что чтобы состояться в серии ММА, как первоклассный боец, ему нужно будет набрать тот багаж. Даже знаете, как получается, не просто багаж каких-то навыков движения, а еще некий такой репутационный багаж. Это тоже играет большую роль, вы знаете, в серии ММА, когда за бойца говорят его дела предыдущие. Тоже очень важно. Моусар понял, как один из немногих, очень хорошо понял, и этим показывал очень хороший пример для всех тех, кто был с ним рядышком. Поэтому успехи Моусара, я бы не сказал, что были прям такие предсказуемые. Всегда в таких видах спорта, как боевой, самбо, панкратион, как и в любом другом виде спорта, всегда существует интрига. Малгобек, откуда родом Моусар Боков, всегда славился своими спортсменами. Немало ребят отсюда добились значимых высот в спорте. Чтобы быть развитым всесторонне, Боков чередует свои тренировки. Разумеется, основная база для подготовительного процесса каким угодно соревнованиям – это зал местного ФОКа, где расположился клуб «Кушт». Здесь Моусар без конца совершенствует навыки борьбы вместе со своими партнерами по тренировкам. Эти ребята с детства со мной вместе, мы с ними часто ездим, можно сказать, с одного стола едим, в одном доме. Всегда, когда ездим, вместе ходим и здесь, и там на соревнованиях друг друга поддерживаем. Хорошие ребята тоже поддерживают каждый раз, когда готовлюсь на соревнованиях. Хорошие тренера. На данный момент у нас сейчас запланировано кроссфит и физическая подготовка. Делаем больше акцент на силу, также кардио тренировки. Как и любой профессиональный спортсмен, Моусар, соблюдая строгий график тренировочного процесса, посещает бойцовский клуб «Малгобек», открывшийся совсем недавно. И если в клубе «Кушт» акцент делается на борьбу в партере, то здесь оттачиваются нюансы ударной техники и учатся хитростям исполнения болевых приемов. Моусар, именно как характеризующее такое слово по отношению к Моусару, если подобрать из русского языка, наверное, это слово серьезный подходит как ничто другое. Он очень серьезен. Это мне в нем очень нравится, честно говоря. И это то, что мне нравится нашим коллегам в других регионах. Они очень хорошо отзываются. В Кабардино-Балкарии, в Чеченской республике ребята. И, во-первых, Моусар как соперник хорош. Во-вторых, Моусар крайне воспитан. Это тоже очень показательный пример для всех наших младших. Ребят, им есть поучиться у Моусара многому чему. Молодец, честно говоря, поведение Моусара на ковре выше всякой похвалы. Сегодня Боков один из самых успешных бойцов ММА в республике. Его трудолюбие и желание постоянно развиваться, не останавливаясь на достигнутом, отмечают и его коллеги по цеху. Человек уже выступает в разных видах спорта, и
на профессиональной арене он чувствует себя уже как будто выходит на спарринги. И более ответственный, и, как сказать, расслабленный, и выкладывается на все 100%. У него получается так, как если ты выступаешь не так часто, просто бывает от боя до боя готовишься, и вот выступаешь, ты уже более напряженный, и полностью выложиться не можешь. Полностью выложиться не можешь. Так. Знаю, Моусар Боков действительно именитый спортсмен наш, двукратный чемпион мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо. Про Россию, всероссийский турнир я даже говорить не буду. Чемпион, боец М1, в ICB дрался, и так далее. Боков Моусар частенько приходит в наш зал, тренируется, передает свой опыт нашим ребятам. В данный момент он тоже сам готовится к чемпионату России по панкратиону. Очень ответственный, очень целенаправленный, очень трудолюбивый спортсмен, человек, очень положительно к нему все относятся. Свой дебют на профессиональной арене в ММА Моусар совершил в 2015 году. Для только начинающих карьеру в смешанных боевых единоборствах битва в Назрани была отличной возможностью громко заявить о себе на весь мир. Со своим дебютом Моусар справился на отлично. Завершив бой досрочно, Боков доказал, что любительская карьера до профессиональных поединков оказывается очень кстати. Давайте посмотрим самые яркие моменты этого поединка. Некоторые бойцы, выступив один раз на крупном турнире, уже считают себя звездами, но Моусар Боков не из таких ребят. Следующий свой бой ингушский файтер провел также на битве в Назрани. Тогда, проиграв судейским решением, Боков сделал необходимые выводы, и с тех пор победная серия Моусара не прекращалась. Единогласным решением судей победу одержал боец в синем углу Алибек Расулов, Республика Дагестан. Следующий шанс Моусар получил уже на битве в горах. Со стороны организаторов поединка это был хороший аванс ингушскому файтеру, ведь талант в нем они несомненно заметили. Поединок с Игорем Анаприенко стал красочной иллюстрацией того, как нельзя теряться против непростого соперника и насколько важно отдавать все силы в рейдже. Давайте посмотрим на мастер-класс борьбы от Моусара Бокова.
Одним промоушеном Моусар Боков ограничиваться не собирался. На турнире ACB в августе 2017 года деклассировал Моусар Боков соперника из Ирана. Третий технический нокаут в карьере у ингушского бойца. И кто сказал, что базовый борец умеет работать только в партере? Одним из самых серьезных соперников Мавсара на бумаге стал Леван Солодовник. На турнире М1 Challenge 90 это была серьезная проверка навыков Бокова. И справился с этим экзаменом ингушский файтер просто блестяще. Свой крайний бой в ММА Мовсар провел на битве в горах. Одолев Белека Абдужапарова, Мовсар поднялся еще выше в рейтингах промоушенов полусредней весовой категории.
Проводя зрелищные поединки, одерживая победы в рейдже и буквально деклассируя соперников, Мавсар, тем не менее, не забывает, с чего он начинал. Ни один турнир по панкратиону самбо не обходится без его участия. Чемпион мира по самбо, двукратный чемпион мира по панкратиону, победитель различных турниров по вольной борьбе, Мавсар Боков продолжает расти в профессиональном плане. Пока не анонсирован бой в смешанных боевых единоборствах, Мавсар готовится к другим вызовам в своей карьере.